Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якут сегодня» на телеканале НВК Саха и радио Тетим Саха Араджета. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона сегодня ведущая передачи старший налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Валерия Макарова. И мы продолжаем цикл передач про налоги Якутии. Сегодня наша тема посвящена налоговой реформе в 2026 году. И сегодня со мной в студии мои коллеги. Это заместитель начальника отдела оказания государственных услуг номер 1 Анна Ильинова и заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Ольга Будилова. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня постараемся разобраться, какие изменения в законодательстве нас ожидают в 2026 году, как для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Поговорим об изменениях в налоговой законодательстве в части НДС, особенностях применения НДС при УСН и об основных изменениях в налогообложении специальных налоговых режимах. А вы, дорогие слушатели и телезрители, можете задавать свои вопросы в прямой эфир по номеру 320066 и 321166. Итак, давайте начнем. Какие же нас ждут изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2026 года? 28 ноября текущего года президентом Российской Федерации был подписан 425-й федеральный закон, который вносит изменения в налоговое законодательство. В прошлом году глобальные изменения в налоговый кодекс были внесены нашумевшим 176-м федеральным законом от 12 июля 2024 года, которые были приняты по весеннему посланию президента Российской Федерации. 425-й федеральный закон, меня плохо слышно? 425-й федеральный закон продолжает носить изменения в налоговое законодательство. Так, изменения с 1 января 2026 года коснутся по страховым взносам, по НДС, а также у нас скорректирована патентная система налогообложения. Это вот основные изменения. Так, конечно, изменений у нас много. Если так кратко. Ольга, пожалуйста, расскажите, а какие вообще есть специальные налоговые режимы? Из общего количества налогоплательщиков Республики Саха-Якутия 85% плательщиков применяют специальные налоговые режимы. У нас таким образом действует 5 основных специальных налоговых режимов. Это упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход, попросту сказать, самозанятый, и авто-УСН. Первые 3 режима – это УСН, патентная система и СХН регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации, НПД и авто-УСН регламентируются федеральными законами. Так как в данное время по НПД проходит эксперимент по установлению данного режима до 31 декабря 2028 года, по авто-УСН эксперимент внедрения длится до 31 декабря 2027 года. А какие изменения ждут налогоплательщиков, которые применяют патентную систему налогообложения? Изменения у нас вступили в силу федеральным законом от 28 ноября 2025 года 425 ФЗ. Основное изменение – это снижена предельная величина доходов для применения патентной системы налогообложения. В данное время сейчас она установлена в размере 60 миллионов рублей. В 2026 году эта величина составляет 20 миллионов рублей, в 2027 – 15 и с 2028 – 10 миллионов соответственно. Также, если доход от реализации в 2025 году превысил 20 миллионов, то с 2026 года патентная система налогообложения не применяется. Если в течение 2025 года не превысил, а превысил все-таки в течение 2026 года лимит, то право на применение патентной системы налогообложения утрачивается с начала действия патента.
То есть давайте подытожим. Если налогоплательщик применял ПСН в 2025 году и превысил 20 миллионов, то в 2026 году он не может применять, да, ПСН? Да, все верно. А вообще заявления на патент поступают, они как бы получают патенты налогоплательщики, мы выдаем, но все-таки потом при анализе финансово-хозяйственной деятельности мы такие случаи нарушений выявляем и направляем сообщение о неправомерном применении патентной системы налогообложения, и налогоплательщики будут вынуждены подать заявление как бы об утрате, потому что лимит нарушен, условия применения нарушены. А вот говоря о заявлениях на патент, вот какие там сроки и способы подачи заявлений на применение патента? Заявление на патентную систему налогообложения принимается за 10 рабочих дней до желаемой даты применения патента. Подать можно лично через операционный зал, также можно Почтой России направить заявление, также через личный кабинет индивидуальных предпринимателей, если имеется ЭЦП, также можно через бухгалтерию по ЭДОН, ТКС. Электронно можно подать. Да. Уважаемые радиослушатели и телезрители, я напоминаю, что да, действительно, если вы хотите подать заявление на патент через личный кабинет индивидуального предпринимателя, да, то вам необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Такую подпись вы можете получить в любом удостоверяющем центре ФНС России. Если вы находитесь в городе Якутске, да, то у нас и операционно-клиентский зал, где вы можете лично подать, и удостоверяющий центр находится на 202 микрорайоне, корпус 23. Ну и давайте продолжим. Какие изменения ожидают налогоплательщиков в части НДС? Самое основное изменение, которое коснется НДС с 1 января 2026 года, это повышение налоговой ставки с 20 до 22%. Последний раз такое повышение у нас было в 2019 году, с 18% до 20% ставка была повышена. И вот получается за последние 7 лет, да, вот сейчас у нас будет новое повышение. При этом у нас сохраняется льготная ставка 10% для отдельных категорий товаров. Это детские товары, это лекарственные, медицинские изделия, товары первой необходимости, и тому подобное. На них ставка сохраняется. Кроме того, сохраняется ставка для налогоплательщиков УСН. Не ставка, а ставки пониженные. Это 5 и 7%. Напомню, что налогоплательщики УСН для применения пониженной ставки НДС 5 и 7% никаких заявлений налоговый орган не представляет. Они представляют свои, уже реализацию с выбранной ставкой в своих налоговых декларациях по НДС, и налоговый орган уже видит, когда получит налоговую декларацию, какую же ставку выбрал налогоплательщик. Еще чтобы я бы хотела сказать, что для применения... я уже это сказала, да? Для применения заявления не требуется. Да, заявление не требуется, и исключает право. Еще важное, что если налогоплательщик УСН выбирает пониженную ставку НДС, то он не имеет права на вычет НДС. Вот что я хотела сказать, у меня вылетело с головы. Получается, они никаких заявлений не подают с выбранной ставкой, они ее указывают в первой декларации по НДС. Верно, да, все указывают в первой налоговой декларации по НДС. Либо они выбирают либо повышенную ставку, либо стандартную ставку НДС, которая с 1 января будет 22%, тогда у налогоплательщика будет право на вычет. Либо он выбирает пониженные ставки 5,7%, но без права на вычет. А потом он может перейти с ставки льготной, да, 5,7 на 22. Законодательно установлено, что налогоплательщики УСН, которые с 1 января 2025 года, в этом году, стали плательщиками НДС и выбрали пониженную ставку НДС, они не имеют права перейти на стандартную ставку в течение 12 последовательных друг за другом периодов. Так как по налоговым периодам по НДС является квартал, то 12 кварталов, а это, соответственно, 3 года. То есть налогоплательщик УСН, который выбирает пониженную ставку НДС в 2025 году, он обязан в течение 3 лет применять данные ставки. Вот как раз-таки вот такой вопрос, какие изменения коснутся налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения?
Ну, основное такое глобальное изменение у нас было принято в прошлом году 176-м федеральным законом, как я уже сказала, и данный федеральный закон признал налогоплательщиков УСН плательщиками НДС. Вот 425-й федеральный закон внес некоторые изменения для налогоплательщиков УСН при применении НДС. Допустим, с этого года, с 1 января 2025 года, налогоплательщики УСН являлись плательщиком НДС в том случае, когда у них сумма доходов превышала 60 миллионов рублей. 425-й федеральный закон от 28 ноября 2025 года внес изменения, и теперь налогоплательщики УСН признаются плательщиками НДС с 1 января 2026 года, если сумма доходов у них превысит 20 миллионов рублей. При этом налогоплательщикам УСН дали право выбора налоговой ставки. Как я уже сказала, либо это пониженные ставки без права применения на вычеты, либо это стандартные ставки, но с 1 января это уже 22% будет. Кроме того, установлены лимиты доходов для применения пониженной ставки. Налогоплательщики УСН имеют право применять ставку 5% только в том случае, если у них сумма доходов превышает 20 миллионов рублей, но составляет не более 272,5 миллионов рублей. Если же у налогоплательщика сумма доходов превысит 272,5 миллионов рублей, то он уже обязан применять ставку 7%. И он применяет ставку 7% до утраты права применения УСН. То есть это у нас 490,5 миллионов рублей в 2026 году. И продолжая тему УСН, Ольга, какие налоговые ставки предусмотрены для УСН и где можно подробнее узнать о ставках? Основные изменения, конечно, коснулись это ставок налоговых по УСН. Пониженные налоговые ставки, в том числе нулевая ставка, да, которая применяется при каникулах, по упрощенной системе налогообложения устанавливается субъектами Российской Федерации по видам деятельности, которые определены правительством Российской Федерации с учетом установленных критерий. Также расширен перечень расходов плательщикам УСН для объекта доходы и расходы. Представлена такая возможность учитывать в расходах иные расходы. То есть изначально перечень расходов был строго закрытым, а теперь они определяются в порядке, установленном главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Также изменения коснулись базовых порогов, в частности, доходности, именно порог остаточной стоимости и порог для перехода на УСН. Также в 2026 году с учетом коэффициента дефлятора по упрощенной системе налогообложения, хочу заметить, на 2026 год Министерством экономического развития Российской Федерации установлен коэффициент дефлятора в размере 1,090. И базовый порог доходов для перехода на УСН составляет 367,8 миллионов рублей. Это за 2026 год. Порог доходов для применения УСН 495 миллионов рублей. Также порог остаточной стоимости основных средств составляет 218 миллионов рублей. Также хочу озвучить о том, что при применении патентной системы налогообложения тоже установлен коэффициент дефлятора в размере 1,253. Вот с 1 января 2025 года налогоплательщики УСН признаны плательщиками НДС. Значит, все налогоплательщики УСН без исключения платят НДС? Нет, не совсем так. Как я уже сказала, что с плательщиками НДС признаны налогоплательщики УСН, у кого в 2025 году сумма доходов будет составлять более 20 миллионов рублей. Такие налогоплательщики с 1 января 2026 года будут признаны плательщиками НДС. Те, у кого сумма доходов составит менее 20 миллионов рублей, для них предусмотрено автоматическое освобождение от исчисления и уплаты НДС. Это освобождение предусмотрено статьей 145 Налогового кодекса.
И изначально, когда законопроект к федеральному закону номер 425 был создан, там изначально предусматривалось, что лимит доходов от 60 миллионов хотели сразу уменьшить до 10 миллионов рублей. Но после бурных обсуждений, вот многие общественные организации писали свои мнения, что они были не согласны с таким резким снижением порога доходов, и уже когда по результатам рассмотрения было принято поэтапное снижение данного лимита доходов. И вот за 2025 год для получения освобождения с 1 января 2026 года лимит доходов должен составлять не более 20 миллионов рублей. И так уже в следующем году будет 15 миллионов рублей, и уже в 2028 году будет 10 миллионов рублей. То есть вот такое поэтапное снижение у нас наблюдается, и, следовательно, не все налогоплательщики УСН будут являться плательщиками НДС. Все будет зависеть от суммы полученных доходов за предыдущий год. Кроме того, автоматическое освобождение у нас получают вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели, которые выбирают применение УСН с даты регистрации. И в данном случае такие налогоплательщики получат также автоматические освобождения с даты регистрации. При этом еще важно отметить, что для получения освобождения по статье 145 налогоплательщики не представляют никаких заявлений, уведомлений в налоговый орган. Это все происходит автоматически. То есть мы сами в налоговом органе видим сумму полученных доходов налогоплательщиками. Ну и это, наверное, основные моменты. А вот если говорить о лимите, как считать лимит доходов налогоплательщику УСН? Это такой часто задаваемый вопрос на наших семинарах. Считается лимит доходов так же, как и они считают доходы по УСН. Кроме того, еще бывают такие случаи, что многие налогоплательщики совмещают несколько режимов налогообложения. Также, например, индивидуальные предприниматели часто совмещают упрощенную систему с патентной системой налогообложения. В этом случае рассматривается совокупный потенциальный доход налогоплательщиков. Допустим, для расчета патента у налогоплательщиков берется у нас, как этот доход-то считается? Потенциальный доход. Предполагаемый. И почему-то налогоплательщики считают, что в данном случае по патенту надо считать предполагаемый доход, а не фактически полученный доход. Но это ошибка. Считается доход по всем режимам налогообложения фактически полученный. То есть они сейчас будут считать доход за 2025 год. Да. Допустим, если налогоплательщик совмещает два режима налогообложения в 2025 году, то ему надо отдельно посчитать по видам деятельности, которые он применяет патентную систему налогообложения, все доходы аккумулировать и сложить суммой доходов, которые они получили в рамках упрощенной системы налогообложения. И это будет их совокупная сумма доходов для рассмотрения вопроса об освобождении налогоплательщика от НДС с 1 января 2026 года. И, Анна, давайте еще раз подытожим об освобождении от исчисления уплаты ндс, потому что это тоже такой частый вопрос, да? Кто вообще может освободиться от НДС, да, в каких случаях? С 1 января 2026 года освобождение получат автоматически индивидуальные предприниматели и организации, у кого сумма доходов в рамках упрощенной системы налогообложения составит менее 20 миллионов рублей за 2025 год. Освобождение автоматически присваивается налогоплательщику, ничего в налоговый орган представлять не требуется. Также автоматически получают освобождение вновь зарегистрированные организации, индивидуальные предприниматели, которые выбирают применение УСН с даты регистрации на учет в налоговом органе. То есть новые предприниматели, например, да, которые с 1 января будут регистрироваться. После 1 января, допустим, да, они также с даты регистрации получат освобождение, потому что у них еще не сформирован доход, и непонятно же, да, будет ли у них 20 миллионов, либо нет. Хорошо. А, Ольга, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о системе налогообложения АвтоУСН. Оно сейчас у нас очень популярное стало, да? Да, как я ранее уже сказала, у нас АвтоУСН находится на эксперименте, то есть длится эксперимент по внедрению до 31 декабря 2027 года.
Ну, хочу сказать, что АвтоУСН — это наше будущее, потому что мы сейчас находимся в сфере, в таком периоде цифровой трансформации, когда у нас все автоматизировано, поэтому даже вот центральным аппаратом как бы говорится о том, что действительно АвтоУСН — наше будущее. Хорошо, а давайте сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а затем продолжим, уважаемые телезрители и слушатели, про АвтоУСН. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якут сегодня». Мы продолжаем. Сегодня у нас тема налоговая реформа с 2026 года. Мы рассматриваем все вопросы, которые касаются изменений с 2026 года. Я напоминаю, что вы можете задать нам свои вопросы, позвонить по номеру 32 0066 и 32 11 66. И мы остановились на АвтоУСН. Да? Ольга, пожалуйста, расскажите нам про АвтоУСН. Что это за система налогообложения? Как я ранее уже сказала, что АвтоУСН — это наше будущее. В данное время на учете плательщиков АвтоУСН более 120 плательщиков, но с 1 января 2026 года количество плательщиков, желающих применять автоматизированную систему УСН, все больше и больше растет. В данное время их уже сейчас более 300 таких плательщиков, кто желает применять, поэтому как бы растет численность, зарекомендовал себя с очень положительной стороны этот специальный налоговый режим. И основные отличия заключаются в том, что максимальный доход по АвтоУСН составляет 60 миллионов рублей, при этом как при УСН 450 миллионов рублей. Максимальная численность работников 5 человек, максимальная остаточная стоимость основных средств составляет 150 миллионов рублей. Ставки налога при УСН, при объекте дохода составляют 8%, при АвтоУСН составляет 8%, при объекте дохода минус расходы 20%. И ставка минимального налога составляет 3%. И еще главной новостью 2025 года было то, что АвтоУСН могут применять продавцы на маркетплейсе. То есть это Валберес, Озон и прочие площадки. Вот. Также вот хочу немножко для сравнения рассказать про налоговые ставки все-таки по УСН, потому что отличие в данное время АУСН и просто УСН у нас как бы налицо имеются, да. В данное время, в 2025 году, по УСН установлены у нас основные ставки, это 4-10%. Ну, как мы ранее уже говорили о том, что субъектами могут устанавливаться пониженные ставки, определенный перечень правительства Российской Федерации на 2026 год, но в данное время у нас перечень правительства пока нет, не опубликован, поэтому у нас действуют на 2026 все-таки ставки пока основные, это в размере 6% по объекту дохода и 15% по объекту дохода минус расходы. Вот. Также у нас законом о налоговой политике Республики Саха-Якутия установлены налоговые и иные преференции по налогам для резидентов территории развития местного производства. Ну, скажем, это резиденты ТРМП, они так называются, да. И с момента постановки на учет в качестве плательщика ТРМП законом Республики Саха-Якутия о территориях развития местного производства такой перечень установлен. И вот в течение 5 первых налоговых периодов на УСН доходов ставки составляют 1% и 3%. УСН доход минус расход 5 и 7,5. При СХН это 0,3. Но опять же вернемся мы немножко к АвтоУСН.
Вот. Очень часто поступают вопросы по поводу уполномоченных банков, где можно вот открыть расчетный счет. Перечень уполномоченных банков у нас на сайте ФНС опубликован. Осуществить постановку в качестве плательщика Автоусен можно, не можно, а необходимо. Вообще это автоматизированная система только через личный кабинет. То есть скачивается личный кабинет Автоусен, и там подается заявление. Заявление в электронной форме, установленного образца нету формы такой, просто заполняются определенные в личном кабинете критерии, и ставится галочка о том, что желаю применять с такой-то, такой-то датой. И уже обрабатывается на применение соответствие режима, да, конечно, иные, как по УСН, иные режимы, там патент можно совмещать, да, при Автоусен это недопустимо, только можно применять один режим Автоусен. Вот. И что касаемо счетов, хочу сказать, что очень часто поступают вопросы, например, индивидуальный предприниматель решил применять Автоусен, а у него, например, есть зарплатный счет, личный, как физлица, либо, например, ипотечный счет, да. Вот. Предпринимательскую деятельность вы обязаны вести только в уполномоченных банках, чтобы счета были открыты. При этом, да, личные счета можно иметь, ипотечные, зарплатные, но ни в коем случае их применять в предпринимательской деятельности нельзя, потому что просто потеряете право применения этого режима. Вот, потому что все у нас мониторится, все лимиты соблюдаются. Вот. Также хочу про Автоусен еще рассказать о том, что расчет налога считает ФНС, то есть никакую декларацию подавать не надо, все автоматизировано. Уплата налога при УСН происходит ежемесячно, также вы получаете в свой личный кабинет сумму налога к уплате. НДС реализации у нас, как при УСН, нужно платить с 20 миллионов при доходах, да, при Автоусен платить не нужно, этот лимит составляет 60 миллионов. Хочу также отметить, что, на примере немножко приведу, лимит доходов по Автоусен составляет 60 миллионов рублей. Плательщики УСН могут применять Автоусен, перейти на Автоусен с 1 числа любого месяца. Вот, так как мы на УСН можем только с следующего года. И получается, если вы применяли, например, первые 2 месяца УСН, январь-февраль, и решили с 1 марта перейти на Автоусен, многие у нас заблуждаются о том, что мы сейчас 20 миллионов лимит истратим январь-февраль, и с марта будем уже применять опять 60 миллионов. Нет, это недопустимо. Такой случай будет наказываться, будет вестись учет, поэтому у нас считается так: 20 миллионов вы уже январь-февраль потратили свой лимит, остается у вас 40, из 60 40 остается. Вот, это нужно учитывать, это очень важно. Вот. Также НДФЛ у нас с выплат работникам считает и платит банк. Также все через счета уполномоченных банков зарплата выдается. Тариф страховых взносов за работников 0%. У нас государство компенсирует все эти страховые выплаты. Единственное, нужно оплачивать тариф взносов на травматизм. На 2026 год он составляет 2959 рублей, независимо от количества работников. И, как я уже сказала ранее, отчетности никакой нету, все формируется с помощью личного кабинета. Существует вообще такая разметка доходов-расходов. Вопрос, как определяют доходы-расходы, да, потому что Автоусен у нас ведет банк, то есть уполномоченная кредитная организация. Существует разметка доходов-расходов, которая регламентирована определенным протоколом, и при поступлении определенных видов доходов банк определяет, какую часть денежных средств поступивших он относит к доходам, соответственно, какую к расходам. И до 5-7 числа месяца, каждого месяца, для налогоплательщика в личном кабинете Автоусен открыта возможность подтвердить, либо что-то поменять. То есть банк рассчитывает, а налогоплательщик сам может внести изменения в разметку доходов-расходов. Если подтверждает, соглашается, все, то уже идет расчет налогов. Если при этом налогоплательщик в Автоусен личный кабинет не заходит, то есть не подтверждает, по умолчанию считается, что он соглашается уже с расчетом банка. Вот так.
Давайте подытожим, Ольга. Значит, мы сейчас перечислили преимущества, да, АвтоУСН. Это значит, что они не сдают декларации, да? Да, все верно. Те, кто применяет АвтоУСН, не сдают декларации. Далее у них вся деятельность ведется через приложение. Через приложение АвтоУСН ЛК. То есть они чтобы применять АвтоУСН, им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете АвтоУСН. Все верно. Нам поступил звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как подключить в личном кабинете другие расчетные счета в уполномоченных банках? Подали заявление, указали Сбербанк, а еще есть другие счета в уполномоченных банках. Вот это как происходит? В личном кабинете ИП? ИП по АУСН. Именно как подключить или именно как ознакомиться, потому что это все формируется подключение через банк? На переход АУСН указали Сбербанк. Есть еще другие банки уполномоченные. Вот как их привязать к этому личному кабинету? Вам необходимо обратиться в банк, потому что налоговый орган никаким образом привязку к счетам не делает. Это все через уполномоченные кредитные организации. То есть по каждому банку уполномоченному подаем заявление? Да, все верно. Спасибо. Спасибо. Я бы еще хотела добавить, да, задать такой как вопрос Ольге, да, который мы же в разных отделах работаем, часто налогоплательщики задают вопрос: а если у меня, вот они переходят на АвтоУСН и лимит доходов превысит 60 миллионов рублей, то есть они утрачивают право с первого числа месяца, в котором у него произошло это превышение же, да? Да, с первого числа. А они могут перейти на применение, снова вернуться на упрощенную систему налогообложения? Да, это тоже один из часто задаваемых вопросов. Вообще вернуться с АвтоУСН на УСН можно в середине года только по утрате. То есть именно если лимит превысили, либо какие-то еще иные несоответствия возникают. Вот это все в личном кабинете мониторится налоговым органом. Также придет уведомление о несоответствии применения режима данного. То есть по утрате, да, можно вернуться с первого числа следующего месяца, но просто добровольно я несколько месяцев побыл на АвтоУСН, и мне не понравилось, там не устроило какие-то ставки, что-то еще, так вернуться нельзя. До конца года будете обязаны применять этот режим налогообложения АвтоУСН, и со следующего календарного года, если вы желаете перейти опять на УСН, вы обязаны до 30 декабря подать заявление о переходе на УСН. То есть если они в 26-м году зарегистрируются в качестве АвтоУСН, плательщика АвтоУСН, да, то до конца 26 года они остаются на нем и смогут перейти на УСН только с 2027 года. Да, все верно, если у них не возникнет в середине года несоответствия, либо утраты. А вообще вот АвтоУСН, он чем привлекает, да, действительно тем, что он мобильный какой-то, да, все там электронно, все автоматизировано, поэтому и название такое, да, АвтоУСН. И мне лично кажется, что схож с НПД. Да, все верно. НПД у нас ведется через приложение «Мой налог», тоже все считает ФНС, полностью автоматизировано, полностью удобно, все прозрачно, есть рубрика «Часто задаваемые вопросы», можно обратиться в техподдержку, подать обращение, это обращение придет к нам, мы подготовим вам ответ, никуда ходить не нужно, подключать никакие заявления, следить как бы за суммами, ничего не нужно, все полностью придет налог, у вас краснеет окошко, что вам необходимо оплатить, вот. И еще вот про НПД у нас немножко углубимся, да, в НПД. Такой вопрос поступает. Все у нас знают про бонусы в размере 10 тысяч рублей, да.
И некоторые плательщики убеждены, что мне ничего платить не нужно, за меня, ну, я могу заплатить бонусами, да. И вот очень удивляются, огорчаются, когда им все-таки приходят суммы по налогам, да, к уплате по НПД. Хочу сказать, что бонусами вы не можете заплатить налог. Бонусы разделяются пропорционально, уменьшают налоговые начисления, то есть вашу ставку, да, налоговые начисления, ну, можно сказать, что ставку. Если, например, у нас для плательщиков, то есть если вы работаете с юридическими лицами, ставка налога составляет 6%. Если вы оказываете услуги в адрес физических лиц, то это ставка 4%. Можно сказать, что уменьшает налоговую базу, и у нас ставка уже так будет не 6, а будет уже 5%, либо с 4 до 3. То есть заблуждение, что мы оплачиваем бонусы, налоги, такого нету. Действительно, да, это относится к часто задаваемым вопросам. Дорогие друзья, а я напоминаю, что если вы еще не являетесь индивидуальным предпринимателем, например, только думаете и выбираете себе подходящий режим налогообложения, то у нас на сайте ФНС налог.gov.ru есть такой замечательный сервис, это выбор системы налогообложения. Когда вы войдете в этот сервис, вы просто фильтруете под себя, сколько вы планируете работников, например, да, или вы хотите работать один. В общем, фильтруете под себя, и вам выходят подходящие для вас режимы налогообложения, и вы можете выбрать. Например, про НПД мы сейчас говорили, но НПД какие условия? Опять-таки вы не можете иметь работников и не можете иметь работодателя. А при АвтоУСН, да, у нас количество сотрудников до 5 человек. До 5 человек. Да. Поэтому, конечно, надо очень внимательно отнестись к выбору системы налогообложения, да, и вы вот можете воспользоваться этим сервисом и подобрать себе подходящий. Ага, ну давайте продолжим. Анна, вот в самом начале вы сказали, что изменения в 2026 году коснутся также и по страховым взносам. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, во-первых, у нас традиционные изменения коснутся увеличения единой предельной базы для исчисления страховых взносов, и в 2026 году эта база будет составлять 2 979 000. Это у нас ежегодно индексируется, поэтому это не является сюрпризом. Во-вторых, с 1 января 2026 года большинство субъектов малого и среднего предпринимательства утрачивают право на пониженный тариф 15%. То есть теперь льготу сохранят только те, кто будет вести деятельность, которая войдет в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации. То есть в основном все утратят уже эту льготу. Но в основном, конечно, кто сохранит льготы? Это IT-компании, это обрабатывающие производства и предприятия общепита. Ну и в-третьих, самое новое изменение – это у нас страховые взносы за руководителя организации в размере МРОТ. Даже если получается, что у организации руководитель не получает заработную плату, то теперь с 1 января 2026 года нужно исчислять страховые взносы с размером МРОТ, федерального МРОТ. Спасибо большое, уважаемые телезрители, радиослушатели. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Встретимся в следующих эфирах. Это был только 3-й эфир. Да, мы уже встретимся с вами в следующем году, в 2026, по новым актуальным темам. Спасибо, что были с нами, и до свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания.